Ассаламу алейкум, приветствую всех. Хочу дать вам послушать, посмотреть видеоролик, о чем предупреждал Джохар Дудаев, украинцев и мировое сообщество. И перед тем, как я покажу, дам послушать, хотел бы сказать, чеченский народ с 1994 года по 2009 год боролся за свою независимость, так как официальная война закончилась только в 2009 году, то есть две войны шли с 1994 по 2009 год. И с 2009 года по 2021 год у нас была партизанская война. К сожалению, всех называли террористами и то время, и после. И с 2014 года наши батальоны воюют по наши дни на территории Украины против Российской Федерации. И бывают люди, которые этого не знают, к сожалению, и начинают упрекать чеченский народ. И когда чеченский народ боролся за свою независимость, он боролся за независимость и Украины, и других стран, и республик, которые вышли из состава Советского Союза после развала. И тогда чеченцы говорили за нашу и вашу независимость. А многие люди не понимали это. Потом уже начинают понимать. Многие слова Джохара Дудаева не принимали всерьез. Думали там. Но сегодня уже люди начали понимать, как Россия напала на Украину, с тех пор уже начали понимать, что Джохар Дудаев был прав. И, к сожалению, ни мировое сообщество, ни Украина, ни другие не послушали. Также не послушали и самого Сашка Белого, который пришел нам помочь. И также не понимали большинство людей, о чем вообще говорит УНА-УНСО. Называли их там нацистами, фашистами. И только сегодня люди начали понимать, что они на самом деле были настоящими патриотами украинского народа. И сейчас давайте послушаем Джохара Дудаева. И забыл добавить, что сегодня Украина также борется за нашу и вашу независимость, свободу, как когда-то боролась Ичкерия. К сожалению, Ичкерия оккупирована. Мы потеряли 350 тысяч мирных жителей, из которых 42 тысячи дети, десятки тысяч инвалидов, десятки тысяч пропавших без вести, десятки тысяч до сих пор в тюрьмах, до сих пор похищения и так далее, и так далее. И те, кто бывал в оккупации, они только поймут. Остальным объяснять бесполезно. Давайте послушаем Джохара Дудаева. Как чеченцы отсрочили 20 лет по Крыму, по Украине. И далее, я думаю, что планы были такие, что разделаться Чечней и далее в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлен подобный сценарий. И так, разрастая очаги дальше. Если это не остановит мировое сообщество сейчас, и прежде всего внутри России взорвавшихся политиканов, авантюристов, не привлекут их к уголовной ответственности и не будут судимы, дальнейшее разрастание гигантских размеров пожаров народоубийства уже не остановится.